случайно сегодня замечательный спектакль, который здесь нас ждет в театре. Спектакль по известной сказке Петра Павловича Ершова «Конек-горбунок». А в этом году Петру Павловичу Ершову исполняется 210 лет, у него юбилей. И именно поэтому был создан этот спектакль, именно этот год. Но как известно, что Казахстан именно обязан рождению конька-горбунка. Когда известно 18 лет, Ершов приехал в Петропавловск, увидел верблюда, и так родился конек-горбунок. И коньку-горбунку уже скоро 200 лет. Но он жив, он актуален, он востребован, он любим. И продолжает как бы радовать всех нас уже много-много поколений, главное, вот этих замечательных сегодня гостей. Мы сегодня хотим представить еще один проект. К юбилею Ершова в России было издано «Конек-горбунок» на двух языках – русском и казахском. В этом издании, значит, международный проект, хотя он был выполнен в России, но это, безусловно, международный проект, потому что финансовую поддержку этому проекту оказало правительство Ямала. Иллюстратор выступил лауреат Евразийской премии, лауреат национальной премии «Умай», известный казахстанский художник Вячеслав Люйко, который работает в Алмате. А также в издании активное участие приняли и потомки Петра Ершова, которые сейчас проживают в Алмате, в Астане у нас здесь, а также дочь переводчика Кайнки Журмагамбетова Алима Кеникейна, которая сейчас проживает в Алмате. Вот благодаря вот этому составу именно вышло это издание. И сегодня мы хотим эту книжку, безусловно, передать театру, подарить. Приходите в библиотеки, берите и читайте «Конька-горбунка» как на русском, так и на казахском языке. И сейчас еще я хочу предоставить слово, такой вот сюрприз наш. Это потомок семьи Петра Павловича Ершова, Инесса Александровна. Пожалуйста. Можно несколько слов? Да, человек, который принял участие в этом издании, хранит память этого замечательного русского писателя. Дорогие земляки, я очень кратко расскажу вам историю создания вот этой книги. Она получила жизнь. Потому что, путешествуя по Сибири и Уралу в 2016 году, мы, естественно, заехали в Вышинский музей имени Петра Павловича Ершова. Директор этого музея – прекрасный человек, Просолякова Надежда Леонидовна. Узнав, что мы из Казахстана, что мы там проживаем, обратилась к нам с просьбой поискать сказку «Конек-горбунок» на казахском языке. Значит, конечно, мы предприняли все усилия, чтобы найти эту книгу, обошли все библиотеки в Астане, издательства, но, к сожалению, эту книгу в том году не нашли. И коллегам во всех городах Казахстана с просьбой найти эту книгу в библиотеках. И, по счастью, эта книга была найдена в Центральной государственной библиотеке Алматы. По ее просьбе книга была отсканирована. Она обратилась к своему руководителю, председателю Центрального совета профсоюзов транспорта Республики Казахстан Ахмедбаеву с просьбой поддержать ее инициативу и переиздать сказку «Тулпартай Сулькартай» на казахском языке. Значит, конечно, эта инициатива была поддержана. Значит, дети железнодорожников Астанинского узла написали рисунки к этой книге. Это вот прародительница сегодняшней презентованной книги. Значит, и эти рисунки украсили вот эту книгу. Мало того, Центральный совет профсоюза, значит, в 2020 году выпустил прекрасное видео чтения сказки «Тулпартай Сулькартай» на казахском языке. Ее читали все дети Астанинского железнодорожного узла. Прекраснейшее видео. Центральный совет профсоюза обратился в Министерство просвещения Республики Казахстан с тем, чтобы включить сказку «Конек-горбунок» и «Тулпартай Сулькартай» в школьную программу для классного чтения. Эта идея также была одобрена. Данная книга была подарена не только детям железнодорожниками. Значит, эта книга была подарена в Вишинский и музей имени Петра Павловича Ершова, а также в Национальный казахский центр города Ишим-Тюменск
Ульяновской области. И эта книга была подарена руководителю Казахского центра России. Ибраиму начала возрождаться эта книга. Сейчас эта книга не только живет в нашей республике, она живет и в других республиках СНГ. И я желаю, чтобы все дети, которые здесь есть, читали книги. Читайте книги. Благодарю вас. Да. Представители библиотеки развиваются вместе. Чистоту и безопасность эксперимента первым испытанием будет проходить Иван Дурак. Что же это такое? Это взбалмошный каприз взбалмошной девчонки или же взвешенное решение властительницы? Чего нам ожидать? Воссоединение двух сердец или же, как говорит наш редактор Екатерина Держова, царь-отец с катушек съехал, будет знатная потеха, подивись, честной народ сварен из царя компот. Давайте же спросим у народа, у очевидцев, что же они думают по этому поводу. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, кого вам жаль больше всех? Пойдемте сюда. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Таисия, скажи, пожалуйста, а кого бы ты сварила в котле? Иван, вы как бы не очень. Скажите, пожалуйста, здравствуйте. Скажите, кто вам понравился больше всех? Смелей. Царь? Спасибо, хороший. Спасибо большое. Да. А вам кто понравился? Иван понравился. Спасибо за ответ. И хочется сварить царя. Спасибо большое за ответ, за ваше мнение, да. А тебе кого хочется сварить? И тебе. Ар жағында орман, таудың, теңбіл теңіз атыраудың, аспанда емес, кең далада, тұрыпты шал бір ауылда. Болды шалдың 3 баласы, үлкенінің бар санасы, ортаншысы жай бір бейбақ, кенже ұлы тіпті ақмақ, үнемі олар бидай екті, қалаға мол астық төкті, қашық емес астанаға, болса керек ол ауылда, қан базарда бидай сатып, санады ақша шытырлатып, ақшасына қоржыны толып, оралыпты жолы болып. Өттім егіз азба көппе тап болады олар қасіретке. Келіп біреуі егін жайға, салады ойрам ақ бидайға. Жас мұжықтар мұндай жерді туғалы бір көрмегенді. Ойланды олар басында аңдығып, ұстасақ деп ұрыны аңды. Ақырында тапты жолды, қараулыға тұрмақ болды. Күзетшісі түндегі егін, ұры ұсталмақ тауып берір егін. Ұстамақ тауып егін. Қараңғылық жерге төнді. Ең үлкен ұл әзірленді. Айыр мен айвалда алып,